валом печали к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Народные писатели и поэты Беларуси Петрусь Бровка, Нил Агилевич, Янка Брыль, Василий Быков очень высоко ценили его талант, а критики называли этого писателя последним классиком белорусской литературы. Многие сравнивали его прозу с прозой Маркеса и Гамсуна. В нем была какая-то загадка, в нем самом, в его творчестве какая-то таинственность. Он многое не договорил, многого не досказал, но, наверное, в большом таланте, в настоящем, всегда есть загадка и тайна. А то, что он оставил нам, его литературное наследие, это золотая, это яркая страница в истории белорусской и не только белорусской литературы. Его наследие уникального писателя Ивана Пташникова. Отец был у меня сильный. Сильный и духом, сильный физически человек, мощный человек. Я даже не побоюсь такое слово употребить. Человек-глыба. Он был цельный по натуре, по своей. Это была и его цельность и в стати, и в характере, и в отношении к жизни. Отец был из крестьянской семьи, и они все сами умели делать, делали все своими руками. У нас хранились пинеточки, маленькие детские, которые он сам крючком, представьте, мужчина связал вот своему первенцу. То есть вот такие вот трогательные моменты. На самом деле, вот при всей вот его такой внешней суровости, такой, может быть, такой вот иногда насупленности, это в таком более взрослом возрасте, да, он был, на самом деле, ранимый человек, тонкий человек, чувствующий человек. К детям он был добр бесконечно. Если внешняя суровость была, то по итогам он просьбы все исполнял. Вначале мог сказать «нет», вот, а потом все равно, ну что там, что ты хотела. И все, и он расплывался. Народный поэт Беларуси Петрусь Бровка так сказал об Иване Пташникове. Иван Пташников – это такой писатель, что и сравнить не с кем. Иван Николаевич с юмором воспринял эти слова
известного поэта, а, в общем-то, Бровко был прав. Сравнить не с кем, потому что подражать Пташникову, быть похожим на него нельзя. Многие критики называли его великолепным деревенским писателем, другие восхищались им как психологом. Он умел очень тонко проникнуть в душу человека и показать смятение чувств, драматические, трагические моменты человеческой жизни. Для него было все важно. Деталь, мелочь, нюанс. Собственно, деталей, мелочей и нюансов не было, потому что все в его прозе было главным. Кто-то сказал, что его проза густая. Я думаю, он имел в виду следующее. В его прозе нет пустот, нет пауз, надуманных отступлений. Все важно, все сбито, все пропитано энергией мысли. Я трымаю ў руках яго адну з маіх любімых кніг «Найдорф». Гэта яго аповесць, за якую ён атрымаў дзяржаўную прэмію. Гэта адзін з маіх любімых твораў не толькі таму, што это твор выдатны, разам з Тартаком вяршыня яго творчасці. А гэты твор яшчэ мне характэрны тым, што калі я ўжо папрацаваў з ім гадоў 4 ці 5, раптам ён прыходзіць, кажа: «Генрых, я з хваляваннем уручаю табе гэтую папку, ты першы пачытай яе. Раскажы слова свайму учителю». Ён мне даваў рэкамендацыю ў Саюз пісьменнікаў. Гэта ўжо мне быў таксама гонар, што іменно Пташнікаў мне даў эту рэкамендацыю. У прыватнасці ён мне параіў, кажа: «Вот ты пішаш свае тыя творы гістарычныя і сучасныя. Кажа, я б табе раіў бы націскаць на свой моцны бок. У кожнага пісьменніка ёсць нейкі моцны бок. Ён часамі яго і адчувае, ці не адчувае, але павінен ісці да таго, каб найбольш у сваім творы адлюстроўваць тое, што ты, па-першае, добра ведаеш, а па-другое, шукаць з самага першага сказа, як казаў Бунін, навучыся ўзяць гук. Вот калі ты гук гэты знайшоў, і пачаў з ім асэнсоўваць тое, што ты пішаш, і як пісаць, тады, кажа, будзе дасягацца поспех. У гэтым сэнсе Іван Мікалаевіч, ён быў чалавек вельмі эрудыраваны, многіх вучыў, у тым ліку нас, маладых, што хлопцы, менш пераказвайце, менш тлумачце, а вы малюйце, паказвайце. І, кажа, усё выйдзе. Я яму вельмі многім абавязаны і тым, што ён памог мне асвоіць азы прозы, друкавацца дапамог уступіць у Саюз пісьменнікаў. Гэта бібліятэка мая, але гэта бібліятэка знаходзіцца ў той кватэры, дзе некалі тут жыў Іван Мікалаевич Пташнікаў. Я рад, што я знаў такога выдатнага чалавека і выдатнага празаіка, як Іван Мікалаевич Пташнікаў. Свое первое прозаическое произведение «Повесть Чачек» он опубликовал в журнале «Полыми» в 1957 году, а в 1959 вышел первый сборник его рассказов «Зерна падают не на камень». Он автор романов «Мстижи», «Жди в далеких Гринях», автор повестей «Лонва», «Погоня», «Олимпиада» и многих других. Он мастер новеллы.
одним из лучших его произведений является повесть «Тартак». Это о войне, о белорусских партизанах, о страшной участи жителей деревни Дальва, которые были сожжены вместе с самой деревней. В 1973 году режиссер Виктор Карпилов на белорусском телевидении осуществил экранизацию этой повести. «Тартак» – это еще лесопилка. И писатель представляет войну в образе гигантской лесопилки, которая уничтожает все живое. Военную тему писатель продолжил и в другой своей повести «Найдер». В 1978 за создание этой повести он был удостоен Государственной премии БССР имени Якуба Колоса. Он не мог не откликнуться на такое страшное явление, целую эпоху сталинских репрессий, и посвятил этому периоду в жизни нашего государства несколько своих рассказов. Это «Француженки», «Погоня», «Три пуда жита». Его волновало все. Ему болело все. И самое мощное произведение последних лет, написанное им, это повесть, которая называется «Львы». Это чернобыльская трагедия. Она страшна по своему настроению, содержанию, жуткой реальности. Жизнь в чернобыльской зоне представлена через восприятие собаки, которую зовут Джуки. Он никогда не хотел никого удивить. Писатель не жонглировал словесными пассажами и не пытался произвести впечатление. Все, о чем он рассказывал, он обдумывал, он переживал, и это было выстрадано. Вот поэтому его книги читали, читают и будут читать. В 1957 год у Полымі з'явилася оповесть «Чачик». Імя зусім незнаёмае. Хаця вучыліся мы з Пташнікам у адзін час амаль у універсітэце, але не сустракаліся і не былі знаёмы. Аповесць зрабіла на мяне ўражанне нейкай нечаканай рэчы. Чалавек рашуча неяк адхінуў дзверы ў нашу літаратуру, пераканаўчы ў сваім слове. Выклікае адразу давер гэта слова і ўражвае мастацкай грунтоўнасцю. Не шмат прайшло часу, можа, з паўгода. Я перабіраюся з мястэчка Шаркаўшчына, дзе працаваў пасля універсітэта, ў Мінск. Трапляю на работу у беларускае выдавецтва, у рэдакцыю мастацкай літаратуры. І там сустракаемся і знаёмімся. З Пташнікам мы натуральна збліжаемся. Больш таго, мы жывём побач амаль. Ён на Некрасавай вуліцы, а я на Беламорскай. Пасля работы сустракаемся, гуляем па сваіх вуліцах разам, гаворым. У той час гаварылі многа пра Буніна. Правда, Пташнікаў цікавіўся ў гэты час Хемінгуэем, Фолкнерам. Я з ім не падзяляў вялікай цікавасці, цягі нават, я б сказаў, да Фолкнера. Толькі пазней я зразумеў. Нешта ён знаходзіў для сябе у ім важнае.
Нас аб'ядноўвала рэчка Віле. Ён быў народжаны ля вытокаў, дзе яна толькі пачыналася на заходняй Вілеішчыне. А у мяне яна ўжо паўнаводная. І вот мы паехалі ў Залессе, хадзілі на вяллю, фатаграфаваліся. І ён тады сказаў: «Ведаеш, мне твой родны кут вельмі падабаецца. У ім ёсць нейкая асаблівая мяккасць, кажа. Прырода твоя такая надзвычайная. Павадзіў я яго па сваёй радні. Натуральна, яны нам ладзілі застолле. І ўсіх ён задзівіў, што адмаўляўся ад чаркі. А так, вясковая гасцінасць, ведаеце, без чаркі, як жа па-другому. Ось. Потым ён вяртаўся часам да вяллі, кажа, якая яна раздольная, наша вялля. Самыя вялікія і самыя ўзрушлівыя ўражанні прынесла вайна будучаму творцы пташнікаў. Успрыняцце гэтай ваеннай драмы цэлага народа, што ён спрыняў з успамінаў маці. Бясспрэчна, яна была па-свойму таленавітая, і талент у яго ішоў ад маці в пэўнай меры. Гэта асабліва відаць на апошнім рамане «Алімпіяда», які ён назваў па імені маці. І там у цэнтры фактычна вобраз маці. І там асэнсаванне жыцця ідзе ўсё праз яе, праз маці. Іван Антонович Брыль вельмі патрабавальны і не схільны да кампліментаў. Аднойчы ў размове сказаў: «У нас пра вайну сярод беларускіх літаратаў найглыбей, найістотней пісалі два літаратары, два пісьменнікі – Васіль Быкаў і Іван Пташнікаў». Иван Николаевич Пташников родился 7 октября 1932 года в деревне Задроздье. Это Логойский район Минской области, в крестьянской семье. Он учился в школе семилетки, а затем в Плещеницкой средней школе. Закончил отделение журналистики филологического факультета Белорусского государственного университета. Работал сотрудником в районной газете «Ленинец» и был учителем. Работал в государственном издательстве БССР и в таких известных журналах, как «Молодость» и «Полымя». В 1984 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры БССР». Он не был народным писателем Беларуси, но его имя стоит в истории белорусской литературы рядом с именами народных поэтов и писателей Беларуси. Папа был очень талантливый человек. Природа его одарила многими талантами. И свою деятельность хотел начать совершенно не с писательства. Он поступил в наш театральный институт. Но он сам рассказывал, делился впечатлениями, когда он выходил на сцену, его сцена испугала тем, что она мертва. Человек из окружения естественной природы попадает в другую обстановку, и он ушел. Более того, у него был прекрасный голос, у него был баритон настоящий, он пел очень хорошо, исполнял многие арии оперные. Папа очень много любил ходить пешком, мы с ним гуляли, идем по полю, а он поет вот это от широты души своей, вот так вот эмоционально, полно, красиво. Народные песни. Это было, конечно, шикарно. Я такая рядом семеню. Грибник был хороший. В деревне они привыкли собирать только боровики. Ходил с кием, с посохом по лесу. Вот мне только показывал. Вот смотри, смотри,
смотри, а ты здесь не увидела, а вот здесь посмотри. Радость ребенку была такая. Вот, и вообще он у меня сам вот ассоциируется вот с таким вот грибом-боровиком. Такой вот, понимаете, когда вот эта вот подземная часть, вот она вот такая вот грибница, да, невидимая, да, вот такой яркий побег выстреливает. Гриб-боровик, вот крепкий, здоровый, мощный. Папа был человек каких-то ритуальных моментов, он был педантичен, он был скрупулезен, пунктуален во многих вопросах. Когда он заканчивал свое очередное произведение, он проходил по всей квартире и всюду включал свет. Свет горел какое-то время. Это вот означало завершение произведения, когда он поставил точку, когда он был удовлетворен. Он это так ознаменовал. Отец был чист. Вот это вот его природная, такая, скажем, чистота, естественная чистота и честность, которая нашла отражение и в литературе, и в жизни. Иван Николаевич Пташников был человеком сдержанных эмоций, а точнее человеком очень закрытым. Он не любил публичности, не любил шумных мероприятий, торжественных вечеров и очень редко давал интервью. Так он был устроен, таким он был человеком. Он обладал очень тонким художественным чутьем. Его ведь не зря называли живописцем слова. И поэтому очень остро чувствовал в литературе фальшь. Когда он работал в государственном издательстве и в журналах «Полыми» и «Молодость», то не пропускал в печать слабые произведения, несмотря на то, что некоторые авторы этих произведений были удостоены званий, титулов и так далее. Естественно, у авторов была соответствующая реакции. Но он был человеком принципиальным. Принципиальность – это роскошь, и он мог себе это позволить. Его жена Валентина Ивановна умерла рано, и он очень тяжело переживал эту утрату. Рядом были дети, сын Александр, дочь Татьяна, и, конечно же, спасала работа. Но последние годы он очень тяжело болел и сожалел, что не может так писать, как раньше. Иван Николаевич Пташников умер 28 июля 2016 года. В его жизни был момент, когда он вдруг решил опубликовать свои дневники, а потом вдруг передумал и сказал, кому я открываюсь. А ведь жаль, что этого не произошло. Мы бы узнали, наверное, очень много интересного и удивительно неожиданного об этом человеке, о писателе уникального, яркого таланта Иване Пташникове. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сирень
поднять.